Национальные костюмы – это не просто обычные наряды. У них свои исторические традиции и множество деталей, требующих особого внимания при создании. В нашем репортаже мы расскажем об универсальной швее Цялы Кварацхеля, которая специализируется также на пошиве национальных костюмов для местного ансамбля. После окончания техникума по шитью и кройке она работала в профучилище более 40 лет. Помимо этого, у нее был свой кружок по шитью, где обучались все желающие. В районном доме культуры Цяла Кварацхеля работает с 2007 года по приглашению Михаила Джумутия. В 2007 году ко мне пришел Михаил Джумутия домой и принес ткани, чтобы шить костюмы для ансамбля. Увидев мои работы, они оценили их по достоинству и пригласили меня в качестве швеи в Дом культуры. Здесь тогда был ремонт, и мне поручили сделать оформление для сцены. Я обшивала даже стулья. Пришлось сделать все по-новому. Весь гардероб ансамбля сшит моими руками. Было даже время, когда приходилось шить формы 2 раза в год. Я специализирована на мужскую линию одежды. Закончила 4-летний техникум. После того, как набила руку, перешла на женскую линию одежды. В селе Ачигвара у меня был свой кружок по шитью и кройке, где обучались все желающие. Для наших местных ансамблей я шью уже 6 лет. Помимо национальных костюмов для ансамбля, женщина шьет военную форму, работает с разными материалами – кожей, мехом и другими тканями. Делает чехлы для мебели, шторы. Из кожи она делает разные кошельки и аксессуары, для чего использует специальную машинку для оверлока и вышивания. Работает с шелком, хлопком и использует материал «Президент» для пошива мужского национального костюма. Например, мингрейские формы шиты по моему дизайну. Хореографам очень понравилось, они одобрили мой дизайн и шили для всех одинаковые формы. Рукава занимают большое количество времени. Некоторые элементы, как окантовка, приходится делать вручную. Для группы из 12 человек шила костюмы в течение 1,5 месяца. Важный аспект работы нашей героини – это подгонка костюма под отдельного танцора в ансамбле. Каждый костюм должен быть индивидуально сшит для каждого танцора, поэтому он проходит несколько примерок и требует доработок. Кто-то уходит из ансамбля, ему на замену приходит новый участник, и приходится перешивать костюмы, подгонять под размер нового участника. Вот в этой форме ансамбль «Самурзакан» выступал в Москве. Белые наряды для девушек были в мингрельском стиле. Я предложила свой вариант косынок, порхающих. Они согласились со мной, и на недавнем выступлении это был мой дизайн. Во время концерта у меня большая очередь детей. Кому-то нужно что-то погладить, кому-то что-то подшить, пуговицу пришить. Я всегда им помогаю и поддерживаю. Во время пандемии я шила маски, но занималась этим дома, так как Дом культуры был закрыт на карантин. Сшитые мной маски раздавались в милиции и в других органах, даже в Сухум и другие города. Для больницы я шила специальные маски из особенной марлевой ткани. Несмотря на свой возраст, Цяла не чувствует усталости и отказываться от своего любимого дела она не планирует. Женщину беспокоит лишь то, что молодежь не особо заинтересована в этой профессии, чтобы она могла обучить и передать кому-то любимое дело. Это мои ткани. Если у кого-то будет желание, я шью из них костюм или другой наряд. У меня много видов разных тканей. Могу шить платья, брюки, верхнюю одежду. Вот, например, сейчас у меня есть заказ на брючный костюм. В Гале нет магазинов для тканей, поэтому я сама привожу ткани, чтобы у клиентов был выбор, чтобы клиенты были довольны и обращались ко мне. Для того, чтобы данный вид искусства не пропал, у меня есть желание обучать всех желающих, но, к сожалению, очень мало таких или даже вообще нет. Все считают, что эта специальность малооплачиваемая, и никто не хочет обучаться. Всем молодым советую, чтобы они полюбили эту специальность. Нет ничего прекраснее, чем уметь шить, особенно для молодых мам. Какая бы ни была у вас специальность, необходимо все-таки уметь. Оно не мешает и никогда не будет лишним. Цяла говорит, что самое приятное в работе – это видеть, как ее творение оживает на сцене и помогает танцорам выразить себя. Ведь уже много лет она успешно помогает воплотить творческую идею хореографов и создает потрясающие образы для выступлений танцоров.
Нана Апшилава, Борис Цацу, Бату Библая, Гал Медиа.